Когда мы сравнили вкус, то нам показалось, что это просто небо и земля. Настолько большая разница, потому что свежеприготовленный шоколад оказался, на наш взгляд, гораздо вкуснее. Мы стали угощать наших родственников, друзей, знакомых. Всем тоже очень нравилось. Вот где-то так вот зародилась идея. Все стали говорить, вот это нужно делать, почему у нас такое не продается. В этом цехе даже самый избалованный сладкоежка обязательно найдет себе что-то по вкусу. Первый и единственный шоколадье в Северной Осетии Ольга Шаурман открыла у себя дома настоящую фабрику по производству натурального шоколада. Так как я мама большой семьи, то, конечно же, к этому подтолкнуло меня изначально желание накормить детей настоящим качественным шоколадом, в первую очередь сладостями какими-то. Мне стало интересно, моя семья меня поддержала, и вот мы попробовали сделать шоколад в домашних условиях. Несмотря на то, что своеобразная фабрика достаточно маленькая, аромат шоколада слышен даже на улице. Мастерская Ольги – настоящий рай для сладкоежек. Кто попал сюда единожды, обязательно вернется снова и вряд ли уйдет с пустыми руками. Так, теперь я хочу вам дать еще шоколад с острова Ява. Это мой любимый шоколад, он имеет привкус фруктов. Это шоколад 70% какао-бобов. Без всяких добавок, просто вкус самих какао-бобов. Вот они имеют такой вкус, который впитали от самой земли. Любимое всеми лакомство получается из таких с виду невзрачных какао-бобов. Их кулинар заказывает из Кубы, Новой Гвинеи и стран Южной Америки. Какао-боб представляет из себя, называется боб, потому что он похож на боб. На самом деле это орешек. Это 53% жира и остальное какао. Сначала бобы обжаривают, затем перетирают с тростниковым сахаром в специальном аппарате – меланжере. Из образовавшейся шоколадной массы можно сделать самые разные фигурки. Благо фантазия у Ольги Шаурман достаточно богатая. На выходе получаются птицы, животные, в коллекции даже есть яйца, похожие на Фаберже. У меня появился шоколадный кран, из которого течет уже готовый шоколад. Мне остается только подставить форму, до нужной консистенции ее разогреть, натереть, чтобы она была блестящей, и уже залить нужное количество шоколада. Потом идет процесс извлечения воздуха, то есть надо так отстучать на вибростолике, чтобы весь воздух вышел, чтобы в шоколаде не было пузырьков, чтобы заполнилась вся формочка, чтобы там тоже не было никаких воздушных пузырьков. И после этого уже в холодильник определяется шоколад, для чего. Там он остывает и сам отстает от формы. То есть готовый, правильно сделанный шоколад очень спокойно вынимается из формы и имеет блестящий, очень красивый вид. Чтобы овладеть технологией производства натурального шоколада, Ольга Шаурман прошла специальные курсы. Опытом она поделилась и со своими детьми, которые сейчас активно помогают по цеху. Обычно я помогаю упаковывать шоколад и конфеты, а раньше мы все вместе помогали перебирать бобы. Произведения искусств Ольги Шаурман пользуются популярностью не только среди близких. Женщина часто демонстрирует свои работы на кулинарных выставках, где вкус ее шоколада уже знают и любят. Сейчас шоколадье хочет создать сувенирную продукцию. Для конфет и шоколадных плиток планируется изготавливать обертку с видами Владикавказа и исторической справкой. Теперь будет не только вкусно, но и познавательно.